Шокирующие подробности громкого задержания сотрудников ФСБ. В распоряжении РЕН-ТВ эксклюзивные кадры обыска у бывшего начальника отдела управления К Кирилла Черкалина. В квартире оперативники обнаружили рекордную сумму 12 миллиардов рублей. Помещение больше напоминало банковское хранилище. Следователи предполагают, все эти деньги Черкалин получил от бизнесменов, которым обещал свое покровительство. Репортаж Александра Савенко. Внимание на экран, такого вы еще не видели. Сумки и чемоданы, даже пакеты из продуктового, все плотно набиты кирпичами купюр, говорят рублями, 12 миллиардов. А теперь представьте, на полу столичной квартиры бюджет Кирова, да, областного центра с населением в 500 000 жителей, которые, наверное, стали бы еще счастливее, если бы в казне лежали все эти баулы. К сожалению, кировчан владелец наличности коренной москвич. Вот он, Кирилл Черкалин, на фото в обнимку с длинноногой брюнеткой. Смеем предположить, любит роскошь. Кроме часов за 30 тысяч долларов, дорогие костюмы и обувь. И наверняка обкатал Монте-Карло и Варну. И, пожалуй, действительно, у него все как в песне. Под личиной скрывался уголовник. А какой был мужчина? Настоящий полковник ФСБ. Итак, официальное заявление. В рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах задержан начальник отдела одного из подразделений ФСБ, полковник Черкалин Кирилл Владимирович. Он в СИЗО здесь, в Лефортово. И вроде бы отчитались, посадили крупного коррупционера, специалиста по банковской линии, целого главу отдела управления К. А такое ощущение, что кого-то вроде забыли, но это ничего. Места, говорят, в изоляторе еще есть. Мы не знаем, руководство специально закрывало глаза, глядя на лакшери жизнь Черкалина, видя его часы, повторимся, минимум за 2 миллиона рублей, поездки за границу, курортный отдых, и это при зарплате кадрового офицера. Или же на самом деле он прекрасный контрразведчик. Вот квартира, где прописан Кирилл, старенький дом на окраине Москвы. Из соседей только пенсионеры, и те, говорят, лет 15, как его здесь не видели. Хорошая маскировка. То есть я еще помню, вот, а потом они уже... Здесь сейчас никто уже давно не живет, так иногда приезжает. И приходил только один раз это участковый, просто спросил и все. А спрашивал про что? Ну, тоже вот живет, не живет. Я говорю, нет, не живет, он где-то там в другом месте живет. Обмотанный полиэтиленом на каждом чемодане бумажка с точной суммой. За один раз только не занести. Если взвесить деньги, выйдет по 2 тонны. Чтобы их вывести, пожалуй, нужен КАМАЗ. Не то, что у полковника Захарченко. 8 миллиардов рублей из его квартиры увозили всего-то на продуктовых тележках. Сумки и обычные коробки вон на каталках возили. Вот на этих. Тут очень много было. Тут и СОБР был, и караулили все. Можно сказать, побит рекорд самого богатого полицейского. Прослеживается соревновательный момент между ведомствами. Чекиста Черкалина тоже обвиняют во взятках. Оба полковника